Максим Омейда. Вот, надо избаваться. Давай. Сижила мы бахтираз, силы. Eu faço os shots, mas não vou fazer isso. Что будет? Что, shots. Баян, что? Что матается? Что матается на рахауте? Учу на фауну. Давай. На пальму. Давай, нападай тут, давай. ما بنعمل خطة كذا، بنعمل خطة ويشات. ما هو بخطة كذا، ما تحط تدمج وخبي كذا، خبر كذا. Его нету. Я рассказываю все. Ты шагала его? Да. А? Да. Шагала, да? Все нормально? Нормально. Ну, как-то после работы немножко лучше становится. К вечеру опять не нравится. Смотри, на углу, кажется, осталось. Не ходи за мной. Ваня. Уйся, удобно. Ты пора. Да, дай им тоже. Да смотри, какой красавчик. Ау, не кушай. Осторожнее, пойдем. Я знаю. Это моя любимая вещь была. Была? Да, нет, меня. Сколько бутылок? Раньше была низкорослая, меригипус, эригипус, как-то его гиппус, и вообще как собаки. Потом постепенно отбиралась, вот как в чистокровном конозаводстве, рослые лошади,
с определенным ростом, с каковыми развозными качествами. Также и везде под седло. Ну, исторически, как продуктивное коневодство, мясо, молоко, шкура шла на изделия различные. Потом уже как объект передвижения, почта и так далее. Потом уже спортивные виды, охота, парфорсная охота, как в Англии называлась. История чистокровной лошади, выведение туда и уходит опять же. Элитная порода – это чистокровная верховая лошадь. То есть порода, которую вывели англичане. И впервые чистокровная лошадь скакала в Англии. То есть методом скрещивания местной английской лошади их привезли сарматы. Сарматы пришли на восточного типа конях, благородных, быстро аллюрных, очень отличавшихся от всего того, что знала в это время Европа. Вот эти военные отряды алан, отличавшихся от всех других воинов совсем другой и очень яркой одеждой, вот этими очень красивыми, тоже яркими по мастям, потому что ахалтыкинские лошади, мало того, что они очень отличались по экстерьеру, по росту, это крупные лошади прежде всего. Что в римской кавалерии были лошади в 130-140 сантиметров холки. Это то, что сегодня называется пони. А эти лошади и у скифов в более раннее время, и у алан, а это один тип лошадей, они достигали 150-155 сантиметров холки. Собственно, еще пройдет очень много лет истории человека с конем, чтобы лошади вот такого роста и такой стати вновь появились бы под седлом рыцарей. Для этого и рыцари должны были подрасти, и кони должны были быть восточные. Вообще считается знатоками, что чистокровная верховая лошадь – это как бы элитная порода лошадей. То есть лучше ничего нельзя придумать. Вот. То есть она скоростная, самая резвая. С ней в резвости никто не может сравниваться. Хотя говорят вот, те, которые не сведущие в коневодстве, что вот арабы резвее, там, допустим, ахалтыкинцы резвее. Нет, это не так. Они просто экзотическая порода такая, что древняя порода, вот ахалтыкинцы чем ценятся? Тем, что их мало, что они своеобразные, допустим, такие красивые, да, экстерьер у них хороший, движение, но по скорости и по выносливости они с чистокровной, нельзя их сравнивать. В конце 18-го, начале 19 века выведена вот эта порода. Окончательно уже выведена была от Херода, Эклипсмет, чем родоначальника. И они уже, их потомки, отбирались только по скаковым качествам. Тогда начали уже выводить лошадей, такие как тракенинской породы. Начали случать, немецкие породы, польские. И они массивные. Эта лошадь предназначается для прыжка. Если у нее есть силы, есть масса, и которая напрягает. Если, допустим, вопрос касается выиски, то там нужна конституция красивая, чтобы она была и рослая, и движение было, чтобы у нее плечо косое было, чтобы она могла двигаться, чтобы она могла показывать движение лошади. Вот у нас прекрасная лошадь Полюс, он тракен. Это немецкая порода, немцы специально вывели для спорта. Очень хорошее плечо, так, выход шеи, вот, постав головы, ноги подведены, не отставлены, а практически под ним холка высокая. Это признак, вот, плечо, вот это значит, признак работоспособности хорошей, прыгучести. Если человек специалист, он должен видеть лошадь, как ее надо работать. Вот, допустим, лошади, 10 голов лошадей, все, допустим, 3 лет. Они будут все вместе скакать. И ну и надо, допустим, 5-6 километров работать, дистанционно я примерно веду, а другой 1000 хватает. Индивидуальный Это подход. специалист должен быть
сколько он энергии отдает лошадь, какая лошадь энергичная, а есть лошадь флегмат, ее надо гонять, а другую не надо. Для того, чтобы сердце, легкие развивать, там, если он энергичный конь, зачем ее Отдается гонять? работе, да. А если он флегмат, ему все равно. Его Заставляет, надо да. заставлять. Вот это специалист, человек на то он и специалист, он должен это видеть. Значит, если человек смотрит лошадь вот так в глаз и не видит, что она хочет, это не специалист. Вот лошадь вот сегодня не доела, если я вот так в глаз ей посмотрю, вот так в глаза, я определю. Тусклый взгляд, да. Если я вот посмотрю на лошадь, на Волосы. шерсть, если она не блестит, значит он болен. Я могу определить, чем он болен. Если, ну, не все, конечно, но так элементарный Примерно, процесс. да. По блеску шерсти могу определить, по глазу. В конце концов, если на то дело пойдет, по запаху кала могу определить. Лошадь желудок больной Желудочно-кишечный, или да. не больной. А исторически-то их испытывали для того, чтобы выявить лучших, поэтому и выводилась порода также. По скаковым качествам, по результатам испытаний на ипподроме. Тандем должен быть лошадь-всадник. Все мы знаем, что Газюмов, наш земляк, считался лучшим троеборцем вообще Советского Союза, выступал на 2 Олимпийских играх в Мехико и в Токио. Ну, о себе, что я могу сказать? О себе мне как-то и неприлично о себе говорить. Ну, то, что... ну выигрывал три раза чемпионат Союза. На России несколько раз был победителем, призером. Из молодых наших спортсменов Туганов Володя. Это наш воспитанник. Единственный спортсмен, который на прошедших Олимпийских играх от России выступал в финале по конкурсу. И сейчас он успешно выступает. Он победитель многих этапов Кубка мира. Спортивная лошадь – это не то животное, которое может стоять, допустим, сутками в деннике. Если она будет стоять, ее распирает энергия, ты понимаешь, и ей хочется побегать. Она любит природу, волю. И все лошади от природы умеют правильно галопировать, правильно двигаться рысью, чтобы она выходила от плеча, чтобы она задом себя проталкивала. Галоп ей правильно ставим. Мы не дрессируем лошадей, как в цирке, мы выезжаем лошадей. Сын коня Эрбека, Асуанчик, да. Это умница, это арабская лошадь. Его прадеда Насар подарил Хрущеву, родословный в средние века уходит. И он чудо, иди ко мне, солнышко, иди, на, маленький мой, иди сюда. Малыш, иди ко мне, иди ко мне, поцелуй меня красиво, молодец. А дай мне ножку, дай ножку, дай ножку, поднял ножку, давай. Молодец. Еще раз. Ой, мой хороший. Это высший интеллект среди лошадей. Это арабская лошадь. Моя хорошая. Асуанчик. А он Асуан третий. Нежный. Видите, какие глаза красивые. Очень хороший. Асуан III бесспорно впечатляет, как, впрочем, и все другие лошади, принадлежащие династии наездников легендарного Алибека Кантемирова, основателя первого в мире конного театра. Слава его джигитов гремела на всех континентах и во всех странах, преодолевая границы и языковые барьеры. Восторженные зрители рукоплескали осетинским наездникам, демонстрирующим на пятачке освещенной арены чудеса джигитовки, воспевающей мужество и ловкость, красоту и силу, гармонию человека и природы, которые так редки в круговерти будничной жизни. Это волнующая сказка, где сильный, храбрый, всегда на коне и готов прийти на помощь, любима и востребована во все времена у всех народов. Сын Алибека Ирбек на своем Асуане принял из рук отца эстафету сказочного героя-победителя. Своим искусством он покорил много стран, прославляя род Кантемировых и свою родную Осетию. Сказка рухнула перед лицом реальности, когда вместе с распавшимся союзом хорошо отлаженная система госцирка приказала долго жить, а прославленным артистам выживать, кто как сможет. 3-4 года отработал в цирке, боялся, что меня будет тянуть. Вы знаете, может быть, это неудобно признаваться, но в цирк меня не тянуло.
А без лошади жить невозможно. Здравствуйте, здравствуйте, люди, здравствуйте. А таташки дать тебе? Нет. А морковочку? Тогда поцелуй меня, красиво, нежно. Нежно, открой губки. Молодец. А сделай штопор. Подожди. Азинька, уйди. Сделай штопор мне. Штопор сделай. Нам надо вино открыть. Вот видите, это штопор. Молодец, ты мой умный. Ты умница, скажи, ты умница? Подожди, скажи, ты умница? Да, очень умная лошадь. Молодец. Его еще Рухшат Тюрбек воспитывал. Он ему душу отдал. Саша, он в левую сторону хромает на левую ногу. Ты его в правую лучше гоняй, да? Да, маленький, да, дед. Иди, иди, маленький, иди. Петр Тимофеев, ученик нашего отца, сделал серьезный трюк, подсечку лошадей в тачан. Не помню, как я начал ходить, но помню, как я сел на лошадь. Сколько я себя помню, столько я связан с лошадью. Вообще, если человек связан с лошадью, то он приобрел много. Лошадь сама по себе несет в себе очень положительную ауру. После той трагедии, которая произошла, пакистанские дети к нам приезжают, лечат их верховой ездой. Буквально через месяц-полтора они уже спокойно, раскованно себя ведут. Нету той закрытости, общения с этим животным. Врачи говорят, очень хорошие результаты. На практике доказано, что лошадь забирает негативную энергию больного ребенка, да. А сама чахнет. Лошадь специально на человека не наступает. Это ее как бы преимущество над всеми другими созданиями. Так же, как в дневнике на жеребенка не наступает. Да. Вот он может быть закопанный под соломой, просто барахтался сам. И не видно ни ног, ни головы, может. Она никогда не наступит на своего жеребенка. Она это чувствует. Уже чутье. Да, чутье. Вот где нога лежит, да. Она чувствует. Рядом наступит, а на ногу жеребенку не наступит. Вот если, допустим, лошадь где-то едешь в горах, и вот заблудился, не трогай ее, пусти ее саму, заставь ее двигаться, она сама тебя повезет куда-то. До дома, да. Да. И 100 с лишним процентов гарантии, что она где-то не упадет. А если ее начнешь заставлять насильно, то можешь ее где-то уронить в пропасть и куда угодно. Оставь ее саму, она сама лучше знает. Когда умирал кто-то, значит, особенно если человек какое-то отношение имел к лошади ранее, значит, на похоронах устраивались скачки, значит, даже от села к селу. Это посвящение прям как, кому-то, да, посвящали. И вот, как ни странно, но я несколько раз видел даже так, что вот конник, когда знаменитый умирает, то ему, значит, ведут коня на могилу. На могилу. Черные ленты там и так далее, так далее. Черные так далее. попони обычно. Попони черные. Потом этот покойник этого хоронит, а коня уводят. И эта лошадь потом долго не живет.
Осетинский театр, русский театр – это флагманы осетинского искусства. И мне кажется, что как раз-таки они и способствовали рождению вот этих театров. Потому что все те люди, которые создали и Арвайдан, и конный театр Нахты, они воспитывались и росли вот на осетинском, русском наших театрах. Тот же Дзываев Толик начал работать в Остинском, рос как актер в Остинском, сформировался в Остинском, потом начал дальше развиваться и создал конный театр. Когда я только пришел в театр, я потерялся. Я, честно говоря, не мог сориентироваться, как же здесь, что можно вообще делать, потому что лошадь – это основной персонаж. Это основной персонаж спектакля. Если бы она умела говорить, она бы нам сказала: ребятки, используйте меня вот так. Я могу и это, и это, и это, и это. Вы меня просто поведите. Она не может этого сделать, значит, нам надо самим найти это. Что касается драматургии и театра, конечно же, драматическому режиссеру, да, вот в частности, может быть, и Толику, тяжело было удержаться от соблазна и поставить драматический спектакль. Амиш, дуанов год. Яй, штейманахай. Театр – это театр, и в театре должны заниматься театром. А все, что касается лошадей, это шоу, это развлечение. И у этого коллектива должно быть другое направление. Зарина! Каш! Элберт Лау Даражин. Агат. Ахуда нахаштай мажарда. Мажада хайда хамчишгнада, як ахафын зайчиш кураямун. Раужон танаш. Псыбакан знануй. Махадагдарна жоном. Айрак хиван кувайге, ват кабаррохта яхош. Арсафур вайе барач бен шаргл. Когда мне сегодня говорят, что конный театр не нужен, надо его закрыть, я, честно говоря, начинаю чуть что-то недопонимать. Что значит закрыть? Ведь театр – это не здание. Театр – это живые люди, это молодые ребята, которые сегодня с 10 утра до 6 вечера занимаются над собой, работают. Как это можно закрыть? То есть мы сами душим все, что создаем. Ну, тогда и Остинский надо закрыть. А почему его не закрыть? Ведь Остинский театр – это тоже не здание, это такие же люди, это такие же молодые ребята. Ну, финансов не хватает. Ведь сегодня же ни один человек из этих ребят ни разу не сказал: повысьте мне зарплату. Хотя они на каждом спектакле рискуют жизнью. Огромная степень риска. И такого нету ни у одного актера. Такого риска нету ни у одного. И ни один из них ни разу не сказал: повысьте мне зарплату. Они хотят работать. Они просто хотят работать, заниматься своим делом для республики. У нас нету гримерок. Девочки переодеваются с ребятами. И ни одна из них никогда не сказала: вот хорошо, я девушка, вот сделайте мне каморку, чтобы я переоделась. Ни одна.
Это разве, это же надо ценить, это же надо поддерживать. Мы же не живем с сегодняшним днем. Хорошо, закроем сегодня их, убьем в них вот эту любовь к искусству, к своей. Завтра в других, послезавтра в третьих. Оставим один театр и один ансамбль. И кем мы станем после этого? Все наши разъезжаются, а потом мы начинаем вот, нету патриотов, все разъехались. Все, да они на стороне, правильно, на стороне мы нужнее, чем здесь. На стороне нас ценят. Кто в Америке, кто в Японии. Муратов Сергей, руководитель в Японии конного шоу, молодой парнишка. И он там такие программы ставит, такие вещи вытворяет, что японцы его вот так вот держат. Он приезжает сюда, заказывает костюмы, музыку и ставит программы. В Англии кто, в Канаде, в Америке кто работает. Осетины работают везде. В кино кто, в Голливуде кто. Осетины работают везде. Димбас, а ты сам когда? Куда? Когда? Дочек. Все 17-го, сейчас у нас проблема. Ну, только вот, давай. Кого забрал? Кого забрал? 50-60 евро. Нет?